вообще, наверное, этот вопрос, если я когда-нибудь найду на него ответ, да, вот действительно настоящий, не просто там паспортные данные, там, не знаю, размер сапог и номер противогаза. Когда-нибудь отвечу, если для себя, то тогда пора умирать. Как только вот решу, кто я, да, тогда все. Ну, правда ведь не знаю. Никто, наверное, не знает, кто. Даже не знаем, какой есть, да. Это мне, в общем, история этих кож такова. Это Саша Пилин, художник. Он мне подарил, короче, эти кожи, они валялись мне лет 10. Это Сарапульского комбината с нашего Кожевина, это брак, они выбрасывали их. Ну, он их подобрал, и как-то они по мне. Но зачем-то он там вырезал кусок, фрагмент, и мне отдал с дырой. Я думаю, что ж делать-то с дырой? Как я ее буду? И я когда начал над этой темой работать, вот, я туда доску такую вшил, прям, и разработал тему, называется «Обретение скрижали». Очень транспортабельное искусство. Оно вот отсюда отсвечивает, вот и отсюда тоже. И тут вариантов-то у меня только был черный да белый, да, грубо говоря, вот тут. Ну еще тут такая эта штука, отрезал, так отрезал, и обратно не пришьешь. Срезал, все вот. Угу, убираю. Вот, тут я из кусков оставшуюся последнюю собирал уже, потому что остались куски, я думаю, какие-то надрезанные, какие-то надорванные. Осторожно, берегитесь. Ох, тут плохо видно теперь на фон, да, появился. Ну, хоть так. Я, ну как, я не делаю эскиз, потому что такой подробный. У меня есть какая-то мысль, как вот, ну как, не знаю, какая-то почеркушечка, да, я думаю, а если я сделаю подробно, ничего, потом просто перерисовывать, что ли? Смысл-то какой? То есть я же уже прожил, вот тут я там сделал 100 эскизов, ну нафига? А саму работу-то что? То есть я проживаю вот здесь, прям делаю, и все, и, ну не туда пошло, ну ладно. Ну, у меня в жизни тоже этот раз не туда пошел, где-то бывает. Коллеги Оля в школе говорят, учительница, говорит, что, может, так и не работает? Так работает, так-то каждый день. Я уже говорю, ну я так, ну, то есть я считаю, что я не работаю. Я так, кухенфрау, печки топлю, да еду готовлю, но зато девки у меня в тепле живут, и всегда еда готова. Пойдемте еще, или может быть, сделаем перерыв, пообедаем, потом дальше похвастаемся чем-нибудь. Я вам доложу, это шок. Знаете, как говорят художники, даже жалко. Вот когда вот шок, у меня прям мурашки, вот так все. Не жалко или не жалко? Не скажу, прямо в шоке, я не ожидала. Так, Алюнь, надо тарелки большие ставить. Хлеб-то есть тут? Хлеба мало, сейчас я нарежу хлеб. Ой, до слез. Путал, наверное, давай еще раз подумай хорошенько. Вот зачем так говоришь, да? Он думал, что какое-то время, неделю, потом говорит, ну, давай так с ним приеду, просто ты мне уж поезд оплачиваешь. Есть ли жизнь в зеркале, в искусстве? Наверное, нет, я думаю, что там нет жизни, потому что это как раз такой законсервированный продукт, который способен продемонстрировать жизнь каждого. То есть каждый увидит там свою жизнь. Это такой, ну как текст, да, есть ли в тексте жизнь? Нет, она только там, если прочтешь, да. Тут
У меня такой давний вопрос, я думал, вот интересно. Вот, например, книга написана, да? Она же есть? Есть. А если ее никто не читает, она есть или нет? Ну вот если ее никто не прочитал. Ну, на самом-то деле, я думаю, что человек живет вообще, в принципе, ведь не в городе или в деревне, он живет на земле. Вот я здесь это более реально ощущаю. Я выхожу, прям я вот на земле живу, да. А для меня, по большому счету, вот большой разницы между городом и деревней в плане ощущений нет. То есть я живу все равно в себе, да, ну и собой как бы, да, живу. Все остальное, как декорации спектакля, я могу несколько менять роли, там, да, какие-то внешние. Ну, могу сказать одно, что ритм жизни здесь поспокойнее. Мне как-то удается, наверное, побольше. Ну, то есть меньше бороться с суетой, испытывать. Там в городе постоянно приходится избегать, да, суеты. То есть ты выходишь, где там просуетился, потом опять к себе возвращаешься. Здесь с этим как-то проще. Поэтому, ну и сейчас такое время, я думаю, что по большому счету разницы нет, где ты живешь. Для жизни все есть, ну, в плане условий каких-то, инфраструктуры и так далее. То есть, ну, может быть, когда-то здесь мне тоже надоест. Я не цепляюсь за какие-то за место, не могу утверждать, что да, вот я нашел такое место, где мне очень хорошо, где я тут готов, тут, наверное, хорошо там, где ты готов умереть, да, сказать. Вот здесь тебе хорошо будет, говоришь, хорошо, вот здесь меня закопайте, вот, тут мне будет хорошо, да, вообще. Я как-то вот думаю, что все внутри происходит, поэтому здесь или не здесь, главное, чтобы в согласии с собой, чтобы как-то продуктивно, плодотворно жить, интересно, не скучно себе. Мне с собой не скучно вот сейчас, да? Ощущение будущего, где и какое, всегда все равно есть здесь и там, в прошлом, в настоящем, в городе, в деревне, внутри, снаружи. Ощущение будущего, что это такое? Наверное, это все какие-то мечты и надежды, что как-то удастся вот, знаешь как, вот так вот пожить, чтобы вот так вот, полной грудью, как говорится, да, вот все время в будущем вот это вот стремление как-то пожить по-настоящему, да, ощутить вот это вот себя, наверное, ну, в такой полной мере, прям так вдохнуть вот всю эту жизнь, себя, время, место, все это понять вот так одномоментно, вот так, чтобы, знаешь, до испуга, что так. Стать настоящим? Да, наверное, вот это правильно, наверное, себя настоящего все время как-то еще откладываем, как-то еще, или такие тщетные попытки найти, но я говорю, от них порой думаешь, ой, что-то я настоящий-то не очень как-то, может, ну его нафиг. Жизнь как последняя рубаха? Ну, вообще в искусстве на самом деле мы перерабатываем, вырабатываем, осмысливаем какие-то метафоры, да, какие-то, может быть, уже готовые такие, какие-то вдруг открываешь для себя какие-то мысли и находишь такие символы, которые многозначны, то есть у них нет одинакового прочтения, да, оно каждый по-своему видит, и мне хочется такие, я говорю, какие-то такое народное искусство сделать, да, все понимают, о чем речь, и вот это рубаха парень. Или там говорят, последнюю рубаху с себя снял, да?
такая штука, да, рубище называется. Из чего это сделано? Изначально это были простыни клинические из больницы, операционные простыни. Да, у меня была целая такая инсталляция, называлась «Тени». Я приехал в больницу к знакомому доктору, увидел эти простыни операционные, такие из автоклава, они такие всякие коричневые. Это уже, а это остатки от них. Ну, то есть изначально это простыни, где там какие-нибудь там на них там отделения лор, там штампики стоят всякие, их прожаривали в автоклавах. Вот, и я как-то посмотрел, говорю, слушай, а есть такие еще? Он говорит, вон сестру хозяйку спросил, да забирайте, их даже шофера не берут машины мыть. Так что я их увез, целый мешок. И тогда сделал целую выставку в разрушенной церкви в Сарапуле. Такие эти простыни на веревках сушились с такими силуэтами человеческими на ветру. Вот. Какая тема привлекает художника больше, жизнь или смерть? Ну, я думаю, что это такая дихотомия, вот жизнь и смерть. А как одно без другого же не может быть? То есть жизнь и смерть, то есть о смерти может рассуждать только живой, да? Поэтому, ну, как бы, вот это сочетание, да, видим жизнь, потому что я четко знаю, что я вот конечен, да, то есть я, к сожалению, да, я не могу вот это в себе еще. У меня есть два таких неизжитых момента. Я не могу никак принять свою конечность, да, ну, вот прям понятно, что на словах я когда-то умру, тогда прям так можно так красиво встать, сказать, мы когда-то всегда умираем, да, как там Семенович сказал. Вот это вот не могу все, вот прям четко это вот принять, да. И еще одна такая у меня есть тоже штука, я вот очень бы хотел вперед лет на 50 хотя бы заглянуть, вот посмотри, как оно там интересно, да, ты думаешь, ой, тогда уж не страшно будет. Вот такие штуки, Хочется повыше залезть почему-то, чтобы крикнуть, надо залезть повыше всегда. И как в фильме «Титаник», да, тут у нас после этого надо умереть. Ты землю чувствуешь? Да, ты знаешь, я говорю, Лёва, я ее стал здесь острее чувствовать. Когда выходишь просто, и ты на земле. Не на асфальте, ты не в городе, даже ты не в деревне, ты просто на земле. Вот прям на планете. Вот ты ходишь по поверхности планеты. И это так, когда такая вдруг приходит эта вот мысль, ух ты, уже как здорово, ух ты. Вот эти простые вещи, они всегда так, как бы, когда почувствуешь там, не знаю, воду, да, там снег какой-нибудь. Вот. В городе почему-то это все как-то скрадывается за какими-то другими моментами. Вот эта острота простых вещей. Там, не знаю, дождь, снег, ветер, зима, лето. Я здесь очень остро чувствую вот эти смену сезонов. Не только потому, что там печку топить приходится дровами. Когда приехали первую зиму, там я запомнил это на всю жизнь. Там, зимой надо же подорваться быстренько с утра, в 6 утра, и печку затапливать. Потому что в доме-то прохладно уже. Можно не топить, но девки-то кряхнут. И так думаешь, выбегаешь, что-то раз, а там все это вот так вот, думаешь, ну ты же этого хотел, вот, на, держи, что ты все, ты так хотел жить, на, живи. Прежде чем дров принести, надо же сначала снег почистить, до дров-то добраться еще надо. И так замечательная такая жизнь. Она здесь в ритме. Почему говорят от печки в деревне? Потому что ну, вот без печки-то никуда здесь. Понимаешь? В доме в деревенском что самое главное? Печка. Понимаешь? А в квартире, в городской квартире что самое главное? Если в деревне печка, то в квартире унитаз. Без него-то квартира вот тебе нафиг не нужна, понимаешь? А здесь дом без печки не нужен никому. Дом без печки в деревне, ну вот в наших широтах, это не дом. Это просто сарай неотапливаемый, понимаешь, тут не выживешь. Поэтому... Очень понравился, по сути, заголовок «Острота
простых вещей. Ну, вот, конечно, так это самое главное, когда докапываешься, доходишь вот к этой простоте, да, через какие-то, может быть, там, философские, там, и думаю, сейчас я вот прочитаю книжек много и что-то пойму, да, мне что-то станет ясно. Оказывается, нет, надо вот эта жизнь с открытым, не знаю, забралом, что это, вот не прятаться от нее, когда удается, не спрятаться, не обмануть себя, там, как-то не перехитриться. И вот приходишь к этому, что да, просто вот вода бежит, потому что жидкая, да, там трава растет, потому что вот, ну, такая ее природа. Как-то, я не знаю, ветер дует. Вот очень просто все. И так выходишь, не знаю, вечером, например, закат, красота такая, думаешь, это же для тебя вообще-то. Ты сейчас смотришь, думаешь, это для кого? Нет, тебя, раз ты смотришь. И тут он все для тебя старался. По весне белоснежное платье, я тебе по весне белоснежное платье сошью. Не тесны ли тебе, моя девочка, эти объятия? Потерпи, моя девочка, я уже годы терплю. А по осени ткань раскрою и затею заботу, и к зиме приодену затейливый теплый наряд. Не смущайся, душа, нам с тобою опять на работу. Куда люди зовут, куда теплые ветры велят. Я одену тебя по весне в белоснежное платье. Я тебе по весне белоснежное платье сошью. Не тесны ли тебе, моя девочка, эти объятия? Потерпи, моя девочка, я уже годы терплю. А по осени ткань раскрою и затею заботу, и к зиме приодену в затейливый теплый наряд. Не смущайся, душа, нам с тобою опять на работу. Куда люди зовут, куда теплые ветры велят. Усажу я тебя на колени и струны настрою. Ах, не надо при людях, да век уж такой на дворе. Не смущайся, уже мы помолвлены долгой молвою, а венчать нас затеются только на смертном одре. И того, что мой голос в семейные дрязги впряженный, этой ночью, как конь пристегнут твои дорожки впряженные, мне уже не простят мои милые нежные жены и идущие следом мужья моих преданных жен. Они тебе снятся? Мне хватает их вот этого проживания. А ночью не снится, как рисуешь? Нет. Я вообще очень редко вижу сны, я так как-то. Ну, как-то меня эта тема мало интересует сны. Ну, что сны, ну, привиделось что-нибудь, бывает же. Почему у них нет лица? А? Почему у них нет лица? Нет лица, это потому что лицо это что-то уже конкретное, да, на мой взгляд. То есть нарисовал конкретно, это конкретный нос конкретно. Говорят же лики. Лики. Но лики это о другом. Я же тут. Это же просто на самом это вот вообще не лики, не иконы, это просто такие отсылы к тому состоянию, да, вот как бы я думаю, что это, во-первых, это не прямое цитирование, я никогда не срисовываю никакие сюжеты, да, во-первых, я просто знаю, я посмотрел их там сотни этих изображений православных русских икон, и
там всех сюжетов-то ребенок справа или ребенок слева, да, и там по центру есть несколько еще там сюжетов. И в этом есть какое-то безграничное, то есть, да, то есть ты можешь варьировать сколько угодно, только или справа, или слева. То есть вариантов полно. Вот. И мне хочется просто рассказать об этом в каком-то цвете, в какой-то фактуре, в какой-то теплоте, этой свечении внутреннем. Очень тут так нашлась методика хорошая, вот такие краски, сам подход. У тебя изначально концепция какая-то возникает или просто по наитию как-то что чувствуешь, Что рисуешь? такое концепция в данном случае? Ну вот, Концепция ты решил такая- нарисовать безликов. Концепция – это такая формообразующая идея, да, то есть Ну да. идея, которая перед формой, да, то есть я придумал, и я вот концепция вот эта вот о земном и небесном, вот она такая концепция, наверное, да, через вот это я хочу рассказать сразу, вот связать вот эти два конца вот этой веревочки, понимаешь, то есть привязать вот эти два мира, что ли, два вот этих состояния, земное состояние и состояние возвышенного какого-то. То есть привязать небо к земле. А вот эти размытые лики, это не твой автопортрет? Мне очень трудно сказать. Ну, возможно, я где-то подразумеваю себя все еще ребенком, да, каким-то. И мне, наверное, есть какая-то потребность таких состояний, когда тебя как-то вот так вот принимают, любят, безусловно, да? И ты просто чувствуешь эту вот безграничную любовь и бесконечность всего сущего, то есть, да, вот прям и себя в то же время, понимаешь? Осознаешь себя как отдельного и как часть чего-то безграничного и целого, то есть вот такие какие-то состояния, но я не знаю, не всегда ведь удается это выразить тоже так как-то. Если бы я каждый день так думал, я тут сейчас выражаю, да, я так вообще не думаю, я просто крашу. То есть моя задача сделать все равно как-то привлекательно эту поверхность, наверное, чтобы через какую-то красивую, например, даже поверхность как бы пригласить к зрителю к чему, да, к сопереживанию, к проживанию тех чувств, которые я испытал, например, да, или пытаюсь испытать, так хорошо, пытаюсь испытать, вот. Я надеюсь испытать, наверное, да, надо сказать. Или время от времени испытываю так. Вообще тут не одна даже. О, какой. И все, что у меня есть, я говорю, это краска и бумага, в общем-то, больше ничего нет. Но я еще. Краска, бумага и я. Красок у меня много. Несколько, да? 3. Вообще, для того, чтобы сказать о многом, надо немного всего. Иначе запутаешься. Что сказать-то хотел? Это как все буквы в одно слово затолкать. Ничего не получится, понимаешь? Надо очень четко отобрать. Они все разные, есть, мне кажется, более удачные, есть менее удачные. Хотя это как посмотреть, да? Кому как. Ну, так сложилось. Так вот. Пока вот так есть они. Я даже на самом-то деле не уверен, вернусь ли я к этому циклу. Буду ли я еще продолжать их рисовать. Не знаю, потому что у меня же нет плана или обязательств там, нарисовать там каких-то там какое-то количество их или там захочется, буду делать. Надо мной же нет никакого давления. Я же, слава богу, от него ушел. Я одену тебя
По весне в белоснежное платье, я тебе по весне белоснежное платье сошью. Не тесны ли тебе, моя девочка, эти объятия? Потерпи, моя девочка, я уже годы терплю. А по осени ткань раскрою и затею заботу, и к зиме приодену в затейливый теплый наряд. Не смущайся, душа, нам с тобою опять на работу. Куда люди зовут, куда теплые ветры велят. Усажу я тебя на колени, струны настрою. Ах, не надо при людях, да век уж такой на дворе. Не смущайся уже, мы помолвлены долгой молвою, а венчать нас затеются только на смертном одре. Это вот парадокс в том, что цвет это не изначально, а это производное, да, то есть это цвет потом, первый слой это краски, а красок, как выясняет практика моя личная, их всего-то 3. Красный, желтый и синий. То есть чего, вот, что сделать нельзя, да, а все остальное это просто смеси этих 3 красочек. Там, если их смешать каждую между собой, получится там фиолетовый, оранжевый, зеленый, да, ну черный, белый, как начало и конец, да, как альфа и омега. Святая Троица, 3 краски. Наверное, можно и так сказать, такое три единства такое, да, я говорю, Троица. То есть нерожденное, то есть изначально, то есть наш глаз вот устроен так, что это вот, а остальное все смеси, все оттенки, но краской невозможно, вот надо смешивать, чтобы чувства передать, и это их надо смешать. Просто краской заборы красить. Посмотри, как красиво, думаю, да? А я так не думаю, что да. И я так это думаю, или я например, нарисовал так красиво. Вот я думаю, странно. А что тогда вообще? Почему есть какой-то общий бессознательный или как это называется? Что значит бессознательный? Нет, я про красиво говорю. То есть красиво это вот твое собирательное, вот опять же, мнение об этом. То есть ты родилась как белый лист, начинаешь там, и тебе говорят, вот и там что-то в тебе есть, которое, ну, в таком в области красиво. Красиво это вот это, да, там. Холодно это здесь, больно это тут, да, там красиво это тут. То есть ты считаешь, что мы чистый лист рождаемся, или у нас я в именно природе так считаю. заложено что-то? Ну, мы можем, конечно, уповать и там, знаете, и у меня от природы дарование просто, да, такое тщеславие просто такое замороченное. Ну что мы все по одному закону живем. Я думаю, что мы все приобрели. Нам вот Создатель настолько щедр, я думаю, что дает всем и каждому, и вот просто бери. Вот вопрос, ну ты из этого там ручейка пьешь, она из другого, он из третьего, то есть и смысл в том, чтобы этим делиться, как мне кажется, коммуникация, да? Есть, потому что то есть есть что-то общее. Ты несешь свое красиво, да, а я свое. Начинаю, моя девочка, я подхвачу, я с тобой. Мы становимся. Те бессмертием грозятся, а эти кончину сулят. А устанем в футляр упакуют и крышкой накроют. Тебя в дом занесут, а меня занесут в листопад. Скажут, экая жалость, один и один, и зароют, и возложат бумажный венок, как размокший псалтырь. И никто не поймет, моя девочка, нас было 2. Я и ты, моя верность, гитара, судьба, поводырь.